Аромат распаковываем, леем по моим продажам. О боже мой. Пшик! Мужские ароматы сели на дно. Сели на дно аромат. Всем привет, добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Алексей, я тот самый раненый солдат. Наверное, шрам останется. Ну что, мне безумно приятно, что вы не пропускаете данные обзоры. Ну, это такой своего рода марафон, в котором я решил рассказать про все ароматы Avon, протестировать их соответственно и дать свой, честный отзыв. Поэтому, если вам интересно, оставайтесь со мной до конца. Всем приятного просмотра. Вы даже не представляете, прежде чем снимать этот обзор, я зашел на свой канал и посчитал. Это уже седьмой выпуск. То есть это мы где-то 2 месяца с вами делаем эти обзоры. И я вам рассказал более 35 ароматов. И сегодня у нас с вами очередной обзор. И сегодня у нас будет такой совместный, то есть мы не будем его разделять на мужской и женский, он будет и мужской, и женский, потому что сегодня будет одна из самых легендарных линеек в компании Avon, это Pure Sif. И начнем мы с самого основного аромата, я называю их классический аромат, этот аромат, который был выпущен первый. Это, естественно, Pure Sif. Вот такой вот у нас аромат, распаковываем, леем. Каждый раз что-то идет не по плану, господи боже мой. Так, чтобы не порвать коробочку, а может быть и порвать, нет, видимо я ее все-таки уже порву. Не хочется рвать. Вот, мне линеечка, это, скажу честно, эта линеечка мне в принципе очень нравится. Вот такой вот интересный аромат сделан в таком вот ромбике, каком-то вот углообразный, такой, интересная линеечка. Давайте будем тестировать. Тем, кто не знает, больше всего это же видео для тех, кто еще не знаком с данными ароматами. Этот аромат в этой линейке, он, знаете, он мне, в принципе, он мне не очень нравится. Лично мне он не очень нравится. Это цветочно-восточный аромат. Он идет в составе фрезия, груша и мускус. Он такой холодный, я бы сказал, аромат. Но вот шлейф у него очень даже, в принципе, интересный. Но честно скажу, это не мое. Но он нежный аромат. Рисковатый, я бы сказал, наверное, рисковатый. Даже вот шлейф у него рисковатый. Но это легенда у нас в компании. Аромат уже очень давно. Его, в принципе, берут очень хорошо. Но дождитесь, когда буду делать топ-5 ароматов в этом году. Уже скоро будет этот выпуск, поэтому дождитесь, я вам расскажу о самых главных. Ну что, двигаемся дальше. Следующий аромат по возрастанию. Насколько я помню, это был Pure Sif Dew. Следующий аромат, это аромат морской цитрусовый. Сразу скажу, это мой самый любимый аромат. Тем, кто смотрит мои обзоры, буквально недавно выходило видео, где я делился со своими фаворитами. И сразу скажу наперед, что этот аромат у меня в прошлом году входил в топ-5 лучших ароматов по моим продажам. О боже мой. Вся линейка, кстати, выполнена одинаково. Ну, в принципе, тут как бы и к бабке-гадалке не ходи. Ну все, я не могу уже говорить. Аромат наикрутейший. Аромат тут просто мой безумный любимый аромат. В составе идет фрезия, дыня и сандал. Но он супер секси. Он нежный, он клевый аромат. Я его обожаю. Девчонки, правда. Сейчас на лето, мне кажется, это вот бомбическое предложение. Не упустите, попробуйте этот аромат. Возьмите маленькую версию. Я думаю, что... он клевый.
Он клевый. Еще знаете, что хочу сказать? Ароматы идут, все эти ароматы идут по 50 миллилитров. Первый аромат, который классический, он идет парфюмированный. То есть, ну, он вроде бы как по качеству должен быть стойкий, нежели вот этот. Потому что Perceive Dew, он идет уже просто туалетная вода. Просто туалетная вода. Но я вам скажу, что этот аромат, он на самом деле очень-очень стойкий. Очень стойкий. Так, ну что, двигаемся дальше. Пока вот мой в этой линейке аромат, который я вот рекламирую, я предлагаю всем своим клиентам, он безумно клевый. Следующий аромат, он, знаете, мне кажется, он очень сильно похож на Perceive Dew. Хотя в составе он тоже идет цветочно-акватический аромат. В составе идет цветущая акция, мускус. Ну и акватическая нота, я не знаю. Я не знаю, честно. Но он очень похож на Perceive Dew. Очень похож. Ну, давайте тоже протестируем. Где мое кофе? Надо нюхнуть кофейку. О, ни хрена себе. Зачем же так резко? Ой, ой, ой. Нос зачесался. Может быть, еще какие-нибудь обзоры делать. Так, ну что, качаем. Ох, как он вылетел прямо. Да. Ну. Блин, они похожи. Они, правда, с Perceive Dew очень сильно похожи. Но, извините, Perceive Dew, он такой более яркий аромат. Он более яркий. Этот еще легче. Но это уже идет парфюмированная вода. Он прям, знаете, я бы сказал, воздушный аромат. Он такой легкий. Легкий аромат. Ну, клевый. Клевый, тоже секси. Тоже клевый. Ну, я не могу, блин. Одна из моих самых, наверное, любимых линеек. Во-первых, и продавать ее легко, потому что такие клевые ароматы, не похожие ни на какие компании Avon. Итак, следующий, 4-й аромат. Сейчас в этой линейке, он, по-моему, один из самых последних. Здесь он у нас идет цветочный аромат. Тоже парфюмированная вода. Вот почему Perceive Dew идет просто туалетная вода, не знаю. Так, в составе жасмин, мимоза и мандарин. И что там еще? Сандаловое дерево. Ух ты! Посмотрим. Такой. О, господи, чуть не вылетел аромат. Надо аккуратнее махать крыльями. Вот. Ну что, давайте его тоже будем тестировать. Очень просто интересно. Честно, я уже забыл его вкус. Как видите, он у меня запечатанный. Пробника у меня на него нет. Вот, кстати, надо выписать. Ой. Ну, подождите. Подождите, мне надо сосредоточиться. Ну, он тоже... Но он... У меня, знаете, аж слюни побежали. Он что-то такое сладенькое уже, что ли. Ну да, все-таки сандаловое дерево. То есть он уже чуть-чуть послаще. Такой повеселее, что ли, я бы сказал. Ну, интересные ноты. Шлейф у него тоже легенький. Ну, тоже такой воздушный, ну, легкий, свеженький. Но на любителя. Не знаю. Вот близко, если нюхать, он мне не очень нравится. А когда шлейф создаешь, я создаю шлейфы. Ну да, довольно, в принципе, интересный аромат. Девчонки, мальчишки, ну, в общем, вот, в принципе, вся линейка. Нас уже буквально скоро, через неделю, ждет новый аромат в этой линейке. Я его, естественно, закажу, буду тестировать. Для каждой новинки у меня эксклюзивно выходит персональное видео, поэтому дождитесь, узнаем пятый аромат выходит в Avon, будем его пробовать. Ну что, подведем итоги. Среди этих ароматов мне больше всего понравились два аромата, это Perceive Dew и Perceive Soul. Perceive классический и Perceive Шеншен. Мне они меньше как-то понравились, но тем не менее они тоже в принципе довольно интересные ароматы. Это лично мое мнение.
оно может не совпадать с вашим. Самое главное, что я рассказал свое мнение. Но мне очень... Ой, нет, но... Не очень нравится. Поэтому пишите ваши отзывы, пишите, какой лично вам аромат нравится. Ну а тем, кто впервые смотрит это видео, я надеюсь, что вам мой обзор, мой отзыв был очень полезен. Вот, ну что, если вам хочется более холодный аромат, тогда заказывайте персив. А если вам хочется что-то секса, то тогда персив Dew, он такой свеженький, но он в принципе морской аромат, или персив Soul. Ну и такой, я бы сказал, наверное, какой-то загадочный аромат, но тоже довольно интересный. Это вот персив Shell, такой желтый аромат. Ну что, ну клявые ароматы. Но теперь переходим к мужским ароматам персив. У нас, да, есть еще мужские ароматы в этой линейке. И сейчас их представлено всего лишь 2 аромата. Всего лишь, потому что и в этой линии, и в женской, и в мужской уже были ароматы. Кофе, ты можешь уйти в стороночку, мы открываем. И что мне нравится в этой линеечке, в мужской, то, что ароматы мужские, они идут 100 мл. 100 мл аромат мужской. Вот. Значит, это у нас идет туалетная вода. Ой, крышку. Вы знаете, я в прошлый раз качал в крышку, но понял, что мне удобнее все-таки на бумажечку будет наносить. В составе у него идет мандарин, шалфей и кедр. Пшик! Пшик! Как я говорю, пшик! Итак, вот. Ну, честно скажу, забегая наперед, мне мужская линейка не нравится. Но идут года. Забыл эту песню. Вот, но идут года, и всякое может произойти. Настроение меняется. Ну, давайте посмотрим. Как у меня было недавно с Тудеем. Вроде бы я его и не замечал, этот аромат, а он мне понравился. Ну, что я хочу сказать. Если его качнуть, он резкий. Естественно, он резкий, но когда вот этот шлейф, у него очень даже интересный шлейф открывается. Я бы даже где-то на минутку бы его бы, может быть, и себе бы и взял. Но нет, это не мое, он такой более мужской, такой более брутальный. Я люблю более свежее, что-нибудь посвежее. Но он, кстати, и не сладкий. Он будет такой свеженький на лето, будет очень даже неплохо. Но мне кажется, он все-таки еще... Ну, у него, да, у него очень интересный шлейф, мне, в принципе, понравился. Хотя я о нем отзывался очень плохо. И хочу сказать, что у меня сейчас по продажам мужские ароматы сели на дно. Сели на дно ароматы. Так, еще один мужской аромат в линейке персив. Это персив Soul. Это его сестра, брат, Sister Brothers. Давайте посмотрим, будут ли они похожи. Это у нас древесно-акватический аромат. В составе идет, что у нас там идет? Акватическая нота, инжир и пачули. Пачули! Пачули! Я не могу. Тем, кто впервые смотрит мой обзор, я не люблю пачули. Ну, не нравится мне. Ну, что теперь сделаешь? Все ради вас. Кстати, хочу отметить, что сегодня у меня прям... я прям себя хорошо чувствую. Вот были какие-то обзоры, где даже дышать было невозможно. Ну что, последний аромат в этой линейке. В мужской их всего лишь 2. Это персив Soul. О, как я качну. Фу, какой он резкий. Хо-хо. Ой. Ой, друзья. Мне он категорически не нравится. Он резче. Слушайте, ну мне больше уже классически нравится, нежели вот этот Soul.
Но он, знаете, он не будет резкий, когда выдохнется уже. Открываются ноты, в принципе. Ну правильно, почули же. Раз почули, так почули. Нет, друзья, мне он не нравится, он терпкий. Он какой-то терпкий. Я бы его больше, наверное, к холодному времени года что-либо отнес. Но это мое личное мнение, мне он не нравится. Ну, недаром у меня, кстати, его и не берут, и не заказывают. Фу, не очень. А вот, кстати, вот классический персив мне прям уже начинает очень сильно нравиться. Ну, клевый, клевый, все. Что, подведем итоги. С женскими я уже рассказал, с мужскими все проще, здесь всего лишь 2 аромата. Персив Су мне не понравился, мне он не понравился категорично. А вот классический персив мне он очень-очень даже понравился. И последнее, что я хочу сказать, это ценовая категория этих ароматов. Они относятся тоже, в принципе, как и все ароматы, наверное, Вейван, они бюджетные ароматы и, ну, они чуть-чуть дороже предыдущих моих обзоров. Персив сейчас, вот эта действующая линейка, стоит 3500. В мае она у нас будет стоить 4000. Поэтому, ну, как-то так. Но не забывайте, что у нас для представителей компании есть комиссионная программа, и вся линейка Персив будет участвовать. Будет дополнительная скидка, поэтому имейте в виду. Вот. И мужской аромат, он тоже, в принципе, стоит где-то 3000-2700, ну, где-то вот так вот колеблется. Ну что, дорогие мои, вот такой вот у нас седьмой выпуск. Ну, не юбилей, 7-й выпуск. Уже 7-й выпуск, боже мой. Впереди нас ждут еще очень много обзоров, потому что, поверьте мне, сегодня я вам показал еще 6 ароматов, то есть мы с вами почти полтишок прошли, почти 50 ароматов я уже вам рассказал, но, поверьте мне, впереди еще очень много ароматов, очень много, как хороших, так и плохих. Поэтому обязательно, если вы еще не подписаны на мой канал, сделайте это, подпишитесь, поделитесь этим видео со своими друзьями. Ну и нажмите на колокольчик, он где-то вот здесь, чтобы не пропускать новых обзоров. На этом у меня все. Всем пока-пока. Пока.